Я из школьных лет мечтал. Родители мои религиозные. У школу я кончал польскую. 7 класс, больше не было в деревне. Церковь посещав, покуда я регулярно. Ніщо мене так не інтересувало, як я зайду в церковь, як вниз священницькі одежди. Я і смотрю тільки на його. Я подав документи у семінарію на стаціонар. От у Гіровиці тут є. Но мене власти мої немножко обманули. Вони не хотели, як я прийшов з війни, вони предлагали мені 3 вакансії. Секретар сельсовета я не хотів. Зав клуба я не хотів. Агент фінансовий, який налоги зносить. І 4-й на шофера, так от вони хотіли мене шофером, а я не хотів. І от вже, як мені не вдалося у семінарі, вони прислали срочну телеграмму мне из Жирович, которая шла 10 дней. Они держали ее. И когда в этот день начались экзамены там, приемные, они мне принесли эту телеграмму. Я уже растерялся, что же делать? Я же не успею на завтра. Заезжаю я уже туда, прямо в семинарию. И как раз экзамены кончились, ребята уже разошлись, и еще так по группам между собой разговаривать. Что же мне делать? Ну, я знаю, что кажется, иди, кажется, до ректора. А вот этот ректор был той, который после меня рукополагал. Архиепископ Антоний Мельников. Говорит, документы не бери, на 2-й год ты у нас первый зачисленный. Ну, на 2-й год я, не документов тоже, приходит распоряжение не 7, а 10 класс. А у меня 7 только польских. Ну, я и не поехал. Ну, что же, я поеду уже. И это дело велось в 70-м году. Мене рекомендував наш благочинний псаломщиком. Уже по указу псаломщиком 3 года я прослужил. Потом в 73-м году вызывает меня в Минск, в этот самый кафедральный собор, рукополагает мне в диаконы и направляет меня на месяц в Брест. Оттуда меня из Минска телеграммы поручают, чтобы я приезжал рукополагаться в Иерея. В 2020 году нашу территорию занимает Польша. Их министр впоследствии Пилсудский, Иосиф Пилсудский, возобновил свои легионы, забрал, и вот воевал эту нашу часть Беларуси от нашей советской армии. Она была Красная армия тогда еще. И вот тут недалеко Малышево есть, эти деревни проходит граница наша с ними. И мы прожили в Польше от 20 года. В 1939 году Германия объявляет войну Польше. И в конце этого года наши войска перешли границу. Это наши Западной Белоруссии, мы соединились в одно братство с Россией. А во время Польши, тут у нас на этой колонии было
половина католиков, половина уніяців. Це були більше 100 дворів було, тут колонія. І вони по ходатайству польських властям дали їм розрішення забрати цю церкву. Говорить, у вас є, ну так і вони прожили до війни. Ксенз их выехал раньше, как немцы отступали. И после вернулись мы, церкви нашей нет новой, и мы начинали жить в этой. Она была оборванная в таком виде, крыша была гончая, один угол даже снаряд царапнул. После ее досками ошалевали, и как была сильная буря такая шла, стихия. У нас все деревни повываливали. Сельсовет, правление колхоза, магазины, все позносило верхи, все это. И вот звонят из Сорина. Они уже считали, говорят, ваша церковь, она уже аварийна, скорости умре. Это старичок ваш, старик, школьникам уже рассказывали, и вашу церковь закроем. Як это пришло, такие такие звонят сразу. А как там церковь старается? А они отвечают, что даже щепка не взлетела. С одной боку дерево вывалило акацию, с другой. А церковь, какая щепка? А говорит, да, наверное, что-то есть, говорит. Чтобы такие дома мурованные разворачало, а церковь. И вот, когда меня рукоположили, дождавшись Нового года 74-го, перед Пасхою, во вторник, эти власти наши местные надумали, давай мы закроем эту церковь. Без никакого разрешения. Там, где наш замок помещался, было место, и они своего замка повесили, уже 2 замки. Ключа забрали, куда-то передали своим этим. Я пахал тут, картошку уже садили. Я не знал ничего, я так приезжаю, машинка сельсовета, председатель сельсовета, там агент, и один вооруженный только в гражданской одежде, у 3, а мне место 4-му оставили. Приезжает и говорит, Адам Васильевич, проедьте с нами в сельский совет. Мы вас долго не задержим, несколько минут, и вы будете свободны. Я без знания. Ну, поехали. Подъезжаю я до церкви, як я гляну, уже точно человек 100 коло церкви. И женщины, и мужчины. Я еще не докумекав что-то. Заводят меня в сельсовет. И той самый, который уже был вооруженный, вынимая пистолет против меня. Видишь, твое руководство. Якого не бросайте оружием, надо там было бросать, где Родина требовала. Я больше вашего видел оружия. Он думал, что так я сильно спыхался. А это сейчас, говорит, не к лицу такое. И они уже узнали, говорят, закрыли церковь. Тут же через несколько минут еще 100 больше людей окружили. Ну как его знать, то из-за замка? Тут уже подали со стороны там уже и ломы, и кирки, и топора, что надо, давай громоздить того замка. А вон сами той, который председатель колхоза, кто-то там такой орудует это все. Я вам на женщине, я вам не дам машину, вы будете. А такая смелая женщина, а нам не треба твоя машина. Я на плечах дров привезу. Вон там танцював, не дав ради його як пихануть народ.
вот это. И там это замка сняли. Наш участковый, наверное, кто-то им подсказал, не выходи, бо они же без разрешения туда взяли. Только послал своего хлопца, уже так подросток был. Иди смотри, говорит, если будут уже разбой, будут биться, то я тогда приду. Ну, вот такого разбоя не было. Участковый не приходил, а они эти ключи забрали, передали кому? Не председателю совета, а передали директору школы. Эти женщины і мужчини, як напали на цього председателя, «Отдай ключі». Він уже вискочив із сельсовета крізь окно і побіг до свого дому. Вони в дом за ним, ведуть його під руки вже. А прямо змінився, вже не похож був. Зразу. І там ведуть таке озерце, і зараз вони, як виїжджають із Деревної, а некоторі кричать, утопіть його. А ви це не пишите. Это я вам рассказываю как друзьям. Неделю наш народ не спал, караулили. Это всю Страстную Седмицу. Да, да. Но вони думали, що так это смешки, як народ пішов своїми правами. Даже ключи не стали, им не надо. Открыли. И в четверг я начинаю служить. А охрана после всю ночь охраняли это. Вот такие события. И от цього, 73-го года, таких событий вже не повторялось, конечно. Отношения такие, и покуда он и выехал от нас, то он со мной не встречался, теперь председатель колхоза. Там вот стояли, праздник, Пасха, праздновали нормально, все, с великим торжеством. Колокола звонили. А как же, звонили? Колокола эти, благодаря нашим старикам, перед этим самым отступлением немцев, они сняли эти колокола, запрятали около наших кладбища, у поле залили и загорали плугом. Все. И сказали там 3 человека. Если кто останется, это еще до отступления немцев, чтобы знали, что в этих местах хранятся наши своды. Они много вещей. Евангелие сохранили, плащаницы, которые нас теперь сохранили, 2 хоругви металлические сохранили, книг много сохранили. Кисель Федор Максимович, это самый был наш воин. И Шелест Ефимий, это эти 2 человека организовали это все это. И бесстрашно все выполняли почти что. А фронт же стоял. Вот так, если... А повесили колокола, достали в каком году? Повесили. Это староста начали все, давай нам колокола. А он говорит, сделайте для их место, тогда я отдам. А так не отдам. Около этой старой церкви, как по форме старой русской, колокольня была отдельно. Но она старенько обветшала, она только стояла. А давай что сначала делать? Эту колокольню раскидать и присоединить, притвор от этой церкви отнять, и вместо притвора поставить будет притвор и колокольня, там такой, и зараз вона же есть. Тоді він віддав, я викопали ті дзвони, привезли і почали зводити. Запретили нам звонить
сельсовет, где и теперь, говорит, нам эти звоны мешают, нам работают, работникам. Запретили на кладбище нести крест в церкви. Только мы это таки маленькое время не несли. Запретили даже петь, не имеете права, несите. Ну и мне послали 2 старички в Москву насчет разрешения звонить. Что-то повесили звоны, а звонить не дают. Чвечко Семен Йосифович. Мы его называли Бородатый, скорее, то все знали. Он носил бороду. И в то время это было великое чудо. Встретить человека с бородой. А он ще такий був з багатої сім'ї. Було їх 4 брати. І от один виділявся між ними. А другой, ну, знає, тот самий Пелець Єфимій. Ефимий. І это, то він у нас, як прийде в церкву, то він більше на розказах. Його німці, як вже відступали, то признали за пастора. Його нічого у хазяйстві, говорить, це, говорить, пастир. І він навіть німцям об'ясняв, що написано в Писанні. І він не боявся їм сказати, що ви не виграєте війну. Він у нас просто пророком був такий. Оце старик. До того він малограмотний, ну, який царських, ну, 2-3 класи скончив. Ну, хорошо читав в церкві, пів на крилося. Заїхали вони туди, А куда? Кому? в Москву. Кому? Сам в Москву не знаємо, вони, самі ми не знаємо, такі 2 старики малограмотні, но предані душою церкві. Там их спросили, а кто вам запретил звонить? Сказали. Каже, наши начальники сельсовет, а у вас есть какая-нибудь бумажка? Нет, каже, вы нам ничего не дали. Едьте домой, деды, и звоните. Пусть они дадут вам указания, кто разрешает и причина этого звонить. Они приехали, так рассказали, именно всю. Давай. А они место находят. Тут же сельсовет рядом. Там председатель стал такой молодой. И теперь... А эти, что закрывали, директор школи, то я вже хоронив їх. А він стояв на Пасху, кожну Пасху в церкві коло свечного ящика. Якщо йде чоловік із своїм дитятом, сином, чи дочкою, вони тут від його віднімали. Ті приди, не давали дітям навіть на Пасху, на всеночну, побачити церкву. Один тут із колонії, взяв такий, він його веде свого хлопця, а він зареку нельзя. Ти мені, каже, вкажеш, це моє дитя, як не даш мені, щоб де я буду, там і він буде. І не дав, він стояв на цьому. А в це время они причащали детей, им было не по душе, так. Ну, все это помалу утихало. И вот Бог, без милости, открыл нам теперь школы. Желающие, пожалуйста, получают прекрасное образование богословское. Пусть Господь в дальнейшем укрепляет это. А все зависит от Его Божьей воли. А мы по силе возможностей, что нам Господь даровал, свой талант будем покуда умножать его, согласно наших сил. И главное, традиция, да будет вечно до скончания века.